праве. Но ведь этой вот суперструктуры наднациональной еще нет, а переговоры, на которых, собственно, будут требоваться в том числе эти гарантии, вот-вот через считанные часы начнутся. Как же быть в этой ситуации? Так вот в этом и есть сложность ситуации. Почему люди, исследователи и политологи, все, они говорят о том, что это сложный процесс. И вряд ли сходу решится этот вопрос. Почему? Потому что вот нету пока такой вот... Ким Чен Ын не сможет получить то, чего он хочет. Понимаете? А Трамп, то, что он хочет, он четко понимает. Но то, как вот сделать, дать то, что хочет Ким Чен Ын, он пока не знает. Мне кажется так. Потому и сложность процесса переговорного, даже предварительных подготовки к процессу переговорным, очень сложная. Очень сложная. И поэтому тут идут дебаты. Это не только между представителем Трампа, Помпео, и представителем, допустим, или Ким Чен Ына, или самим Ким Чен Ыном. Нет. Тут и Китай усиленно, и Россия усиленно, и Япония, и Южная Корея. Вот те страны, которые непосредственно заинтересованы, они ведут очень большую работу. И они встречаются между собой, договариваются, рассуждают, обсуждают эти вопросы. Но на сегодняшний день, по-моему, они пока что не нашли, не пришли к консенсусу. Вот поэтому этот переговорный процесс, я думаю, что это будет только первый этап переговорного процесса. Первый этап. Потому что нету, пока что они не нашли способа удовлетворить обе стороны. Поэтому это будет рамочное соглашение о том, что стороны согласны о денуклеаризации, но каким путем, как это сделать, это уже, я думаю, что потребуется еще дополнительные встречи и дополнительное время потребуется для того, чтобы решить сложнейшие эти вопросы.